Приветствую вас, уважаемые телезрители. Меня зовут Чингиз Ахмадов, и сегодня мы поговорим о чеченской эмиграции в Европе. Десятки тысяч наших земляков проживают за границей, живут, учатся, воспитывают детей. Многие из них периодически приезжают домой на свою родину. В общем и целом это обычные процессы, происходящие по всему миру. Однако в последние годы активизировались определенные силы, которые пытаются использовать проблематику беженцев в своих политических и личных интересах. Они стараются во что бы то ни стало перекрыть им путь домой. Со своей стороны, руководство Чеченской Республики на протяжении всего послевоенного периода занимается решением их проблем. С этой целью, например, налажена работа представительств как в регионах России, так и в зарубежных странах, которые непосредственно принимают обращения наших земляков по поводу оказания юридической помощи, оплаты лечения, возвращения домой, решают вопросы проведения культурных мероприятий. Однако из-за волны публикаций в европейских средствах массовой информации об угрозах со стороны беженцев для безопасности государств, в которых они проживают, эта работа существенно затрудняется. В испанской онлайн-газете «Паблика» вышла статья под заголовком «Россия вербует агентов через бойцовские клубы в Европе». В статье утверждается, что беженцы используются, чтобы воздействовать на мусульманскую общину в Европе и оказывать им поддержку в организации терактов. Свое расследование один из авторов публикации Дмитрий Хмельницкий проводил при содействии Виктора Суворова, бывшего офицера ГРУ, предателя, перебежавшего на сторону Великобритании и сдавшего всю советскую резидентуру. Виктора Суворова на самом деле зовут Владимир Резун. В мае этого года Закаевым Ахмедом ему был вручен орден, видимо, за хорошо проделанную работу. Во второй по значению австрийской газете Der Standard автор пишет: «После 10 с лишним лет проживания чеченских беженцев в Фюральберге их землячество насчитывает около 1500 человек. И этот процесс показал, многие из этой группы населения имеют собственные представления о ценностях, которые весьма далеки от таковых большей части общества. Задача политики заключается в том, чтобы наконец это увидеть и предпринять умные шаги, чтобы освободить детей и последующие поколения из этого архаического мира боевиков и патриархов». Не обошли своим вниманием тему чеченских беженцев и журналисты немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. В государственных органах чеченцев считают особенно тяжелой группой беженцев. В немецкой организованной преступности чеченцы уже несколько лет играют важную роль. Многие из них занимаются вымогательством, грабежами и защищают деловые районы против других криминальных банд. Они часто действуют и по поручению других этнических кланов. И эта истерия вокруг беженцев нагнетается уже несколько лет, не встречая никакого сопротивления со стороны тех людей, которые, находясь в Европе, позиционируют себя защитниками чеченцев. Чеченцы в большинстве своем всегда очень остро сопереживают и сочувствуют друг другу. И, безусловно, любая проблема, касающаяся чеченцев, проживающих за границей, болью отзывается и в сердцах жителей Чеченской Республики. Именно такое отношение продемонстрировал в своем обращении глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров еще в 2010 году на Всемирном конгрессе чеченского народа. Свое выступление Рамзан Кадыров начал с вопроса «За что боролись?». Это были 3 основные направления. Мы хотели быть патриотами и хозяевами своей республики. Мы хотели мира и свободы. И, наконец, мы хотели быть чеченцами. Сегодня мы хозяева в своей республике, у нас полная свобода и все возможности для соблюдения канонов ислама. Мы можем свободно кричать на весь мир, что мы мусульмане и чеченцы. Чего нам еще не хватает? Что нам еще нужно? Нам нужно, чтобы мир понял, что нет вины чеченского народа в тех трагедиях, которые ему пришлось пережить в разные периоды истории. Мы не виновны в депортации, в 2 войнах, разрушивших республику. Нам нужно стать одной дружной семьей и беречь то, что у нас есть сейчас. В разные времена чеченцы уехали в Турцию, Иорданию, Казахстан и другие страны. И многие из них до сих пор сохранили свою национальную самобытность, свой родной язык. И сейчас много чеченцев уехало в Европу. Донесите до тех, кто живет в Европе и в мире, что Чеченская Республика сегодня живет, бережно сохраняя свою культуру, следуя сложившимся издревле правилам жизни, и мы никогда не свернем с этого пути.
Я призываю всех представителей нашего народа, где бы они ни проживали, консолидироваться, отбросить все свои амбиции, оставить в стороне старые обиды, простить друг друга и жить на благо своей Родины. Главное, храните свои корни, не забывайте о своем происхождении, будьте достойными представителями своей нации. Перед Конгрессом ставилась цель поиска путей консолидации и установления связи с чеченцами, разбросанными по всему миру. Делегаты Конгресса, прибывшие из 21 государства мира, выразили свою удовлетворенность происходящими позитивными изменениями в Чеченской Республике, восстановлением разрушенной в ходе военных действий экономики и социальной сферы, достигнутой политической стабильностью, создаваемыми условиями для свободного развития чеченского народа в составе российского государства. Они поддержали свободный политико-правовой выбор, осуществленный на референдуме 23 марта 2003 года чеченским народом, четко определивший политический статус Чеченской Республики как национально-государственного образования в составе Российской Федерации. Выступающие отметили, что деятели так называемой Ичкерии, находящиеся на Западе, непосредственно виновные в трагедии чеченского народа, не имеют никакой социальной базы на своей исторической родине и не представляют чеченский народ. Любые попытки реанимировать его и придать ему легитимный характер следует расценивать как недружественный акт в отношении всего чеченского народа. Они заявили, что вопрос о самоопределении чеченского народа, легитимности органов власти республики окончательно решен на основе референдума, а настоящее и будущее чеченского народа зависит от его воли, политической мудрости, социально-экономической и интеллектуальной активности. В резолюции Конгресса было отмечено, что целью чеченского народа является построение развитой в экономическом, социокультурном, образовательно-интеллектуальном отношении республики, отстаивание национальных интересов чеченского народа, противодействие всевозможным формам дискредитации его истории и культуры. Я хочу, чтобы вы послушали некоторые пункты резолюции, принятой Всемирным чеченским конгрессом и касающиеся непосредственно темы беженцев. Это важно. Чуть позже вы поймете почему. Признавая права человека, честь и достоинство всех людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, священное право на самоопределение, выбор пути политического, культурного и экономического развития народов, делегаты Всемирного конгресса чеченского народа считают необходимым рекомендовать всем чеченцам, проживающим в России, а также в ближнем зарубежье, соблюдать законы государства, в котором они проживают, и принимать активное участие в бизнесе, науке и культуре. Рекомендовать каждому чеченцу, независимо от страны проживания, а также всему чеченскому народу, строго придерживаться лучших национальных традиций, обычаев, а также способствовать развитию чеченского языка, этнической культуры. Усилить экономические, культурные и научные контакты Чеченской Республики с чеченскими диаспорами ближнего и дальнего зарубежья. Интенсифицировать освещение в республиканских СМИ жизни и деятельности чеченских диаспор, проживающих в регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Рекомендовать Министерству образования и науки Чеченской Республики, школам и вузам ориентировать талантливую чеченскую молодежь на получение качественного образования в престижных вузах страны и Запада, на освоение современных инженерно-технических профессий и информационных технологий. Казалось бы, что не может быть среди чеченцев людей, которые не поддерживают данные решения, крайне полезные и необходимые каждому чеченцу как в республике, так и за границей. Но среди европейских ичкерийцев, в частности у бывшего председателя парламента Ичкерии Идигова Ахьяда и бывшего министра культуры Ичкерии Закаева Ахмеда и их окружения, началась настоящая паника. Мысль, что чеченцы начнут возвращаться домой, почему-то ужаснула их. Чтобы понять степень этого ужаса, посмотрите на документы, опубликованные буквально сразу после проведения Конгресса на сайте Чечен Пресс. На последнем заседании Кабинета министров ЧРИ было принято решение поручить Департаменту по национальной безопасности Министерства государственной безопасности ЧРИ выявить поименно всех тех, кто поехал вместе с Рамзаном Ампукаевым на Конгресс чеченского народа в Грозном, якобы от европейских диаспор, и передать эту информацию в соответствующие правительственные структуры, занимающиеся на местах устройством беженцев. Дела этих граждан чеченской национальности, получивших политический статус беженцев и гражданство
гражданства в Евросоюзе и других странах должны быть пересмотрены, так как они получили льготы в этих странах исключительно как граждане Чеченской Республики Ичкерия. С сотрудниками Департамента национальной безопасности МГБ ЧРИ в ходе проведенных оперативных мероприятий установлены все участники Конгресса чеченского народа в Грозном. Также установлены имена организаторов этой поездки: Ампукаев Рамзан, Бишаев Селим, Эльмурзаев Сулейман и другие. Оперативные материалы на всех участников собрания в городе Грозный переданы для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру ЧРИ. По факту поступления в Генеральную прокуратуру ЧРИ оперативных материалов от ДНБ МГБ ЧРИ в отношении граждан ЧРИ, временно проживающих в качестве беженцев в Европе и странах Ближнего Востока, принявших участие в Конгрессе чеченского народа в Грозном, Генеральная прокуратура ЧРИ возбудила уголовное дело в отношении этих граждан за пособническую деятельность в угоду врагов чеченского народа. По окончании следственных мероприятий имеющиеся материалы будут переданы в суд. Генеральная прокуратура ЧРИ. Я так понял, что любой чеченец, который ездит домой, сначала должен спрашивать разрешение у ичкерийцев, а если нет, он автоматически становится предателем, врагом и агентом Кремля, и им займется Генеральная прокуратура ЧРИ. Нет, подождите, Генеральная прокуратура ЧРИ звучит очень серьезно, если не знать, что такой структуры вообще не существует. Ну да ладно, не будем отвлекаться на эти смешные частности. Закаев и компания годами позиционировали себя представителями чеченских беженцев, хотя замечу, что за 17 лет именно этими группировками Закаева и Идигова не сделано ничего ради этих беженцев. И когда здесь, в Чеченской Республике, во всеуслышание заявили о планах поддержки чеченцев по всему миру, они поняли, что теряют ту маленькую роль, которую они пытались играть на потеху зрителей, забыв, что их же боевой командир неоднократно обвинял обоих в предательстве. Я вижу, что по Махсанаалдиона на Харабеха и Кепек Хайол Меттек, Иол Меттек, Шадердион исследователь, 100% Каханвай депутат был Хорштио, и Кепек Леош Бильбелевш был. Уграв и Гигока. Натяс Шигаки, что фермерсери Ритон Хаят Пиона подписи шел. Германия, Голландия, Дания. Вот, пожалуйста, Хана Диона 13 тысяч, Вукна 21 тысяч, Вукна 15 тысяч, Вукна Диона 5 тысяч, Вукна 48 тысяч, Вукна Дион 50 тысяч. Все подписи на Хаят Пиона. Пьешь, Капиди. Некоторые чеченские полевые командиры оказались в Грузии. Аслан Масхадов обвинил этих командиров и ряд бывших министров на тот период перед так называемой Ичкерией обвинил в предательстве их и трусости, и принял указ, я лично читал указ, о их возвращении. Иначе они лишались всех своих привилегий. Генералов давал распоряжение разжаловать, то есть, министров, что они будут уволены из своих должностей. Практически это его, не знаю, там его указания, его приказ выполнен не был. В том числе и Закаев, как оставался в Грузии, так и остался. Более того, он дальше еще поехал оттуда. Аслан Масхадов, кстати, дал оценку и вышеупомянутому сайту Чечен Пресс, а также поведению Ахмеда Закаева, которого на родину не смогло вернуть даже его прямое указание. В связи с распространением на сайте Государственного информационного агентства Чечен Пресс заведомо ложной информации в виде так называемого указа президента ЧРИ номер 627 о назначении полномочного посла ЧРИ в датском королевстве Фирзаули Усмана первым заместителем министра иностранных дел ЧРИ, а также искаженного указания должности министра культуры, информации и печати Закаева, первый вице-премьер, премьер-министр, спецпредставитель президента в зарубежных странах,
странах и другими грубыми нарушениями, дискредитирующими политику президента и правительства ЧРИ в условиях военного времени, постановляю: за халатность и бесконтрольность за деятельностью ГИА Чечен Пресс министру культуры, информации и печати объявить строгий выговор с последним предупреждением. Министру культуры, информации и печати освободить от занимаемой должности руководителя Чечен Пресс. Генеральному прокурору ЧРИ возбудить уголовное дело по факту подлога государственного документа. Аслан Масхадов объявил вне закона всех полевых командиров и всех бывших министров, которые выехали за пределы Чеченской Республики. Все они выехали без его на то указа или поручения, в том числе и Зелимхан Яндарбиев, единственным, который впоследствии получил какие-то полномочия от них, это был Абу Муслим Саид Хасан. Никто из остальных, включая Мавлади Удугова, Закаева, Яндарбиева, как я уже сказал, никаких полномочий от Масхадова не имели. Об этом не один раз Масхадов официально заявлял, присылал свои письма, официально делал указы и лишил их всех наград, и всех регалий, и всех должностей, которые у него были до начала войны. Усман Фирзаули до сих пор находится рядом с Закаевым, а сам Закаев до сих пор называет себя премьер-министром. Хотя такой должности, замечу, вообще даже не существует по бывшей конституции Ичкерии, о которой они так беспокоятся. На всем этом экс-министр культуры Ичкерии не успокоился. Он придумал гениальный план по спасению своего телефонного правительства и напечатал ичкерийские паспорта, намекнув, что только их обладатели могут не беспокоиться насчет проблем с миграционными службами европейских стран, с которыми они, ичкерийцы, очень хотят тесно взаимодействовать. Насчет Бунезамда хочу сказать, что они ко мне не один раз обратились о помощи, потому что не хватает такое количество беженцев, переводчиков, которые вообще могут прослушивать этих беженцев. Спасибо, что ты, в принципе, то, что ты сказал, это нам очень здорово помогает. И особенно для комиссии, когда мы будем формировать эти комиссии, конечно, ты должен будешь нам помочь очень много вопросов. Хорошо? Получается, что чеченцы, выезжающие в Европу, сразу по приезду должны приобрести их паспорта за 58 евро и ни при каких обстоятельствах не посещать Чеченскую Республику. В противном случае их объявят предателями и сдадут миграционным службам Европы. Удивительно. Кстати, выступающий на этом мероприятии немец Маас Эккехарт успел засветиться в еще одном произведении немецких журналистов под угрожающим названием «Холодная война Путина», показанного в феврале в эфире немецкого телеканала ZDF. Участники фильма с упоением рассказывают, что ФСБ России отправляет в Евросоюз своих агентов, уроженцев Чечни под видом беженцев. Но Эккехарт, пользуясь удобным случаем, успел поделиться своими страхами по поводу того, что происходит в Чеченской Республике. Каждый молодой мужчина от 15 до 30 лет должен понимать, что его не оставят в покое. Сначала будут угрожать, потом избивать, в третий раз пытать, и потом от него потребуют, чтобы он вступил в армейскую или полицейскую структуру Кадырова. Но если он откажется, тогда ему остается бежать в другую страну или спрятаться в лесу, где он будет найден и жестоко убит. Фантазии этого человека можно позавидовать. И ведь его откровенному бреду верят многие наивные зрители, понятия не имеющие об обстановке в Чеченской Республике. Полным ходом идет тотальная дискредитация чеченцев, которую, к великому сожалению, активно поддерживает политический беженец Ахмед Закаев, его, к счастью, небольшое окружение и некоторые либеральные СМИ России. Хамел бяхкен этнически политизированная группа наша, он библиотека санша яшкин что, он пробирк что, бяхкена Советский Союз, СНГ, мы супачал кира, шей тигр айдерн рейсбоч бяхнерша, шей кичбуцер ишта бу этнический оппозиция олцар. Така царах цаот это жерки от утхшу цаот тухвайник масла.
حل شيء سبيسياليش بوي سبيسلوج بشوي صار لاتش مثلا يشوك خات وقوما جونا تيم يلعب يقالين شات يقالين شتك خات هو يشوع مالنيت بو هو يقولورش ماليو هو يحاوزين جيل ماليو هو يدونا رينج مش عادستين دو هو يدونا وشوح بدولش عيد نوق ديك هوديك خيردر консультантш бокуш доцер нагасына хил цар волк ше запад дердон связь ю депутат связь ю гукат связь ю цар юшхена хюг хатер де чхена хакоман гунах буш бол гур бела дулштол хидела оцунна хюг хатер де хакоман зи зулам де арбелшнах хатер де шул гергерду хатерздег кидадат. Все действия ичкерийцев почему-то направлены на раскол общества. Мы так и не дождались от них ни одного конструктивного предложения или шага по разрешению каких-либо проблем. Во всей этой истории с преследованием чеченцев, приезжающих домой, больше всего меня возмутил случай с одной женщиной, Яхой Абубакаровой, которая оказалась под прицелом закаевского так называемого правительства в изгнании из-за того, что приехала домой повидать свою престарелую маму и заодно приняла участие в Конгрессе чеченского народа для того, чтобы хоть как-то помочь нашим беженцам. Она разместила свое открытое письмо в интернете, но так и не дождалась хотя бы небольших извинений в свой адрес. Меня вызвали в департамент и забрали документы. Рассказали, что есть информация о чеченцев и дали копию, которую передали представители Закаева. Асламбек Кихарсаев и Аня Кюн. Я раньше не верила, что среди наших есть доносчики. Теперь убедилась, что есть. Я 11 лет живу в Польше, выживала как могла. А теперь вот чувствую себя как подстреленная. Закаев в 1999 году около месяца находился в подвале у моих родственников в Новых Атагах. Мать пекла хлеб и отправляла ему в подвал и помогала другим женщинам готовить, стирать. Но как он поступил? Я была в шоке, когда узнала, что Кихарсаев, а до них Сулейман Асламбеков ходили с информацией, что я поехала в Чечню. Со слов сотрудников МВД, они требовали лишить тех, кто ездил в Чечню, статуса, а на меня принесли фотографии и видео с Конгресса в Грозном. Такой ужас. Потом добивались, чтобы у меня забрали однокомнатную социальную квартиру в Варшаве. Изверги. Других слов нет. Я 11 лет не была дома. Хотела увидеть престарелую больную мать, посетить могилы братьев и вместе с другими делегатами поехать домой. Никогда не думала, что надо спрашивать разрешение у Закаева, такого же беженца, как и я. Когда его арестовали в Варшаве, я целый день переживала, бегала между прокуратурой и судом. Пусть Аллах эту боль, которую причинили мне, вернет им сполна. Вот что я могу сказать. А еще меня поразило, что Закаев наградил орденом Оман-Си этого Кихарсаева. За какие подвиги? За то, что он лишил меня документов? За то, что мои братья погибли, а он бежал в Казахстан с сыновьями? Вот такие у них подвиги. А еще Сулейман Асламбеков даже требовал, чтобы меня не пустить обратно в Польшу, зная, что оставила у знакомых 15-летнюю дочь здесь. Вот так они поступали со мной, но Аллах все видит. Европа 150 тысяч адам шарах доона куст эзер ит эзер адам цадош шайдамах кан мютахдулш шемет кшене буга бой турбоч терги цанги чохо визак чохо вируш терг доон ла дуордоч يستحق دال دو أدم أقدق أدم دو طبعا أخبار 150 تسج أدم دق أدم دو هو مسكر دو قوي ريون أدم دوش قوي ريون أدم دوش أرح أدمو دون هر داي موح خارجنا تاخيات سبات سير دكتور إدعاء سباق بيل سانجي إيش وقت سباق كيت غير شقاية جيتار أصوي إتكير أبو بوش أص خيال غمو إتمو ورغمو تبغان شهر دام كيرت شياز ديش لوش تبغان شهر بيحكش دوش شيء يرجع شيء يرجع صول ده دون تبغى حاول بيحكين بوش قاعد يجسر يخصول ده غلن خلني شيء وقت خير دون عيد لي موت بيحكي كيرت شياز ديش دون دنوش يجسر تبغى شني صون غوش دون هذا يحكي كيرت شو شو تصدقان دايما كبانا إيش دوقت العادل دو تيجعش بولنا بوقت بلا بو تيجع بول نوعي دونا كيرستيرش بو كوبرش بو شابرش بو بوشة حديث وهون يزخيت الدوش هم نشتوتش يحلات تيرت درك دعت التنق آمدون أتعرف عشتوش أدم شيء دايما قارن بو بيودني قارن شيء بيرش سأدالوش أحكام ده شيء مخكح شيء مالخح شيء تون شين لا شيء قاصل شيء
كيرتا إيش وش جرجلون شو شو تعدول الهمن نا يدعو ياتر يتعدوا يوتر وشبات صح. Возникают вопросы к Закаеву и тем, кто его хоть как-то поддерживает. Разве это чеченское поведение? Неужели это и есть ваша борьба за язык, память и права чеченцев? Разве поездки в республику не способствуют сохранению языка, культуры и памяти? Когда будет разрушен железный занавес из угроз, доносов и лжи, выстроенной вами? Почему ваши жены и дети могут ездить в Чеченскую республику, а другие нет? Это письмо Яхи было опубликовано в 2012 году. И с того момента ни Закаев, ни кто-либо из его окружения не отреагировал на него никак. Яха и тысячи таких же женщин, как она, покинула нашу республику из-за того, что вы допустили начало войны в Чечне. Кихарсаев Асламбек, упомянутый в письме, впоследствии получил орден из рук Закаева. За какие такие подвиги? За доносы на шпионов? Кстати, о них. В конце августа правозащитница и общественный деятель Зара Муртазалиева сообщила о неоднократных попытках вербовки чеченцев со стороны спецслужб европейских стран, которые принуждают к сотрудничеству, используя давление и угрозы. Вас приглашают там, в префектуру. Человек приходит в префектуру, ничего не подозревая, у него забирают документы и, не объясняя, не давая никакой информации, сообщают, что секретно они не имеют права выдавать никакой информации, на вас заведено уголовное дело, а ваше дело там рассматривается где-то спецслужбами, собственно говоря, и забирают. Понятное дело, что французские спецслужбы никогда, собственно говоря, не скрывали ни свой интерес к чеченской диаспоре, ни свои попытки внедриться, ни свои попытки узнать, что происходит внутри чеченского общества. Вызывают, общаются, смотрят, наблюдают и так далее. Но в последнее время французские спецслужбы осознанно, то есть специально это делается, создают искусственные проблемы. Что происходит? У вас вдруг появляется проблема. Я не знаю, вас забирают вид на жительство, возникают проблемы с работой, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. Вдруг появляются добрые дяденьки, которые вас приглашают на собеседование или приглашают на обсуждение ваших проблем и предлагает сотрудничество. Казалось бы, при такой ситуации необходимо принять какие-то меры в защиту людей, оказавшихся в крайне опасной ситуации. Однако вместо помощи Закаев в конце августа дает интервью немецкому телеканалу, в котором чуть ли не умоляет правительство европейских стран использовать его, закаевское телефонное правительство, в качестве официальных либо, внимание, конфиденциальных осведомителей. Мой совет и правительствам европейских стран, где сосредоточено большое количество беженцев из Северного Кавказа и Чечни, работать с нашими структурами. У нас есть полная информация обо всех людях, которые по какой причине эти люди оказались здесь. И нам очень легко навести справки по поводу любого подозреваемого. Поэтому сотрудничество с нашими определенными структурами, пусть даже и не официально, а конфиденциально, это может помочь решить эту проблему. Это пока не происходит? Немцы пользуются немецкими органами вашими знаниями или пока не пользуются? Нет, как раз таки немцы нет. У нас есть страны, где непосредственно консультируются с нашими представителями по поводу многих вопросов. Я думаю, не только у меня возникает беспокойство об адекватности такого поведения. То есть он абсолютно бесстыдно предлагает Европе сотрудничать с ним и с его телефонным правительством в деле нарушения прав и свобод таких же, как он, чеченских беженцев, применяя и используя их доносы и подозрения. Нормально ли это? Мне так не кажется. Разговор о том, что те люди, которые находятся в Европе, так называемые представители Ичкерии, они заботятся там, о беженцах или когда-то заботились, они практически никакой почвы под собой не имеют, потому что я лично знаю, насколько их были заботы, чем они были обеспокоены, кроме личного там, наживы, там, личной. Конечно, какие-то политические, какие-то пропагандистские работу они вели, так или иначе надо было чем-то заниматься, чтобы у них просто статус не забрали. Но в основном, когда дело касалось таких больших нагрузок, дело касалось денежного момента, где надо найти деньги или выложить там, свои же какие-то накопленные средства, никогда они
на это не шли. И, естественно, вот в нынешний момент, скажем, то есть прецедент такой был не один раз. И то, что сейчас Закаев выступил с таким заявлением, если вы читали комментарии под этим его интервью, которое было опубликовано Радио Свободой, там, кроме гневных обвинений в его адрес от наших чеченцев, которые живут в Европе, в том числе там, так называемых ичкерийцев, не было ни одного похвального высказывания в адрес Закаева. Есть основа предположить, или может у вас даже информация, что часть этих людей тут в Германии могут совершить противозаконные действия, в том числе против оппозиции, против прочего. То есть, может, вы скажете, есть у нас причина, основа беспокоиться насчет этих людей, или они все мирные, хорошие, законопослушные граждане? Тут, в Германии. Нужно понимать одно. Чеченцы, которые с Германии или с Европейского Союза, получившие статус беженца, которые ездят в Чечню и возвращаются оттуда, я вас уверяю, нет ни одного человека, который не берет на себя определенные обязательства в случае необходимости выполнить ту или другую акцию. И таких много, да, которые ездят туда-сюда? Да. كرزق بولر اكتيفيزيروز در الش سون هو قتجا اس اشكير خيل بولش ناقطون شش حق شي شق سايتنا مثلا انترنت شو دائما كان ايضا لينا تعاش اش بولشتو ناغن لوش اعمال عشوك شي يجي وجه دا نانا شابش بق مثلا اتيق بوش قد تجا عش بولش ناغن لير شو يرش حال اتشاق قتيبن قميل دويس يديت دار اسبوق يوتا قمولير بشي ناغن شي دايما كان موليرو شاش تون باغا بين شاش وعاتستون شاش غلط بين شاش يا مرتخل ديتن اتشكيري عدل شاش دونات امك القواسن ديتن قامي انغو شيتي بلات كشو حصا واتر اشتونا ومتي ميتين شياش خليل بناخ اتشكيري خيل بناخ وقتنا لين الخلو لوش تعصا يرشتو شيك انتي بالوش شيت ام بلبل انتي بالوش حباحكير اشتون سون جين بو إشنا أستليت بو إناخ سون خاخ تان خاخ هجلو داخ ناخك أردول بوش ناخي توام بيت ناخ بلا بليتنا هور شيء أنتي ياتس بيد كل حر ما بيولي ديك دو شو الحر دو ديك دوق ما ديك دوق إيش بيرش مغني هرت حبيرك مغني ديلك شيوخ شيء دوزل كل حر باقني إيش قومنا مدون هيتي دي إيش دين زياد دير إيش الح إيش قيريتم بين حقيقة قيت إيش بيتش ترقية الهردو مصلحة تان لوش بيش مسخة دوستونا ونوش أوت يا خبر دايتنا وصل ناخدوشو ناخدا داتشو تخوتا أنحن خدوا يحكين دونا توفى زود شيء زود ريبيرش صوت يا تس دونا لومل دي عمل ليشو بوش سو بيحكش بوش دان كيرشتو إيش ديتس حيغو قيدولش قامدش حلقة دول خيتش مازلا سو صناع وسطي أي نقطة كيرك زدا ناخل زدا قاون داتشي وانا سيلع دول نوحشي قوم يقر ونش حبيت سوالشي حبوقنا عندك تصنخ بولش بولتام خل ديلا شادك حول دنا دقو شرش ديلا ام تاغن يوغا اجزابر شبيو لوق تاغن زانو عديز زان خاخا شير بقي جيوبوليتيكي دون بولش قيسم الشقح روسيا زابد امريكا قيدك دجني وستوك قيسم الشقح هر نوحشي تشو يوغا تاني كيغولا نوحشي حيق الزجين بيل سبيل حوش بو اشتغن نوحشي ميل برت بو حوش بو اشتغن حالت وان بالي تول حال بالي وي ما سيت ديق دل دودات هوقش شين خاش قودو ناقص لي بوبات حوش بو اش تاغنا ديش دق пробью яқшылдың хауш бұшты. Есть политический заказ. Дело в том, что руководство Великобритании, как и ряда таких стран, которые оказывают давление на Россию различными способами, есть такие точки, скажем, на которые они давят в процессе принятия решений определенных там, на международном уровне, тоже Российской Федерации. И они вот таких людей используют в своих интересах. Вот они говорят, вот видите, а у нас есть правительство Ичкерии, которые вот так говорят. То есть они в загажнике держат вот такую небольшую такую козырную масть, чтобы в нужный момент вытащить ее и использовать в своих целях. И в этом плане Закаеву или Совету старейшин там, Европы, или кто-то там был, их история хорошо известна тем, кто был в Ичкерии, и насколько они там были ичкерийцами, насколько они там болели, родили за там, народную идею. На самом деле под эти проекты выдают реальные деньги.
Под что сегодня может получить деньги какой-то бывший какой-то чиновник, не состоявшегося там какого-то государства. Да ничто, он может просто жить на какие-то беженские деньги, которые ему дают, и безбедно существовать. Конечно, он не будет там голодать, и будет содержать, но на этом все. Но у этих людей очень большие амбиции. Им нужны больше, им нужны деньги под какие-то, чтобы там не просто там есть, спать, там где-то гулять по парку. Они хотят разъезжать на крутых автомобилях, хотят участвовать в европейских каких-то саммитах, каких-то политических шоу. А для этого нужна какая-то позиция, нужен какой-то конек, которым они могут все время выезжать. Вот этим коньком сегодня является тема Ичкерии. Вы знаете, что она вот период, пока ИГИЛ там бесчинствовал в Сирии, она так чуть-чуть спала, эта тема. Сейчас, когда ИГИЛ закрывается, она опять появилась на свет, потому что нужно этих людей где-то задействовать. Кстати, если Закаев так озабочен темой шпионов, скрывающихся под видом чеченских беженцев, интересно, почему он не задействует легендарную Генеральную прокуратуру ЧРИ? Вообще, почему человек, являющийся беженцем, но упорно продолжающий называть себя председателем кабинета министров ЧРИ, жалуется немецкому журналисту, что спецслужбы Европы не хотят с ним сотрудничать в деле предоставления информации о чеченских беженцах? Я не знаю, зачем это нужно было Закаеву. Скорее всего, на то был политический заказ. Скорее всего, руководство Великобритании, которое в коалиции выступает США. А вы знаете, что Трамп сегодня не балует, скажем так, Ангелу Меркель и Германию, потому что она везет какую-то независимую свою политику. В этом плане надо было какой-то создать атмосферу хаоса, напряженности в Европе, дезориентировать ту же Ангелу Меркель. Представьте себе, что такой якобы авторитетный человек, который знает тему, выступает по телевизору, говорит, что большинство беженцев чеченских, которые перешли в Европу, это российские шпионы. Это насколько можно там дезориентировать и вообще руководство. То есть, на самом деле это вызвало большую панику в Германии, хотя об этом так не было громогласно заявлено. И после этого оно возымело действие, после этого очень мало людей, точнее позитива, очень мало позитива сейчас в Германии дается чеченским беженцам, хотя до этого практически всех, кто туда приезжал, они давали позитив. Сейчас этого не происходит. И во многом это заслуга Ахмеда Закаева. Они выезжают, все пособия там, или же даже рабочие места, которые они здесь занимают, то есть последние 10, 15, 20 лет российские спецслужбы перевели обеспечение, материальное обеспечение своей агентуры, они возложили на страны, где эта агентура пребывает. И в частности, сегодня это и происходит. То есть мы платим своих шпионов из немецкого бюджета. Из немецкого бюджета вы финансируете российскую агентуру, которая в любой момент может предпринять или сделать то, что им прикажут. Может эта резидентура, она может играть какую-то роль при предстоящих парламентских выборах в Германии? Вот, безусловно. Именно как раз таки я думаю, что вот крайне необходимо взаимодействие и с нами, и быть очень внимательными вот этим элементам. Почему Закаев считает это нормальным? Боюсь, что вопросы эти останутся без ответа, потому что Закаев и ему подобные не привыкли отвечать за свои слова и поступки. Они в свое время избежали всякой ответственности за преступления и предательство, и поэтому уверены, что имеют право на все. Хотелось бы им напомнить, что связь с Родиной – это святое и вызывает понимание у любого здравомыслящего человека. И поездки домой никак не противоречат закону о предоставлении убежища. Десятки тысяч чеченцев ежегодно ездят домой, и нет ни единого случая, чтобы они столкнулись дома или по приезду обратно в Европу с какой бы то ни было проблемой. ناق اندير بقى دال عطوي دالك دالة خرطني استلت تكون لا ام لا تكون يقع خز يحرش ناق بدق بلا بلا دق دون
قومنت إدون قيرن بيج أرب ولا يحولناخ دق بلا بل صحوان تهوت المسيري نقشي قومنت تهوت كيرت كيرقر هينز مغنى يا مرتخير داس تدال ملا يتخيش قام تخيش قندير دا خاوس دكتور سخل مسكنش برق خنا خل شينت بوها تشق بول خل أنا إيوه موكلر بين يشوي سن بود حبيحنا إيوه موك تروح شايك بوليغون خلونك كلو تشبرول كتوان فلسطين سن لق بام توان لا تشخير برق موك وديك دق أتصع ميل عينك وق توربل خو أتصع ميل عينك وق سمت سموكلر بين سكرتلرين سون تانس أوك دايمك كاتش بين بوش خليه شرتسير ويلا نخشي ولشن ويلا إشت بخلي لات ها شو عدل نيس دات تخينك در نيس شو عادل دون قامت دون قيتن بيش دات تخينك در قيتن بيش شو عادل نيخن غلق ديش دات تخينك در نيخن غلق ديش بوش دقر دهم رشد العارش هادر بنت عني تغلش دابيان دون تابوم تغلش بنت تلين تحت اي تغلش وايوخن تاموشين غوم تغلش تاموشين كبيرش تغلش بس ماشي تشرشكا يوخن بي سول يا قومي قيتق اوش يقهل لوش يوغ ليت عدا البوتر يهبو أصنع يشين هينز تأدخ متكتشي بوتر تنهول قيتر واتسو. В самый разгар страшных событий на нашей земле сотни ичкерийцев покинули республику без оглядки, якобы для того, чтобы представлять там интересы Ичкерии. Народ остался на чеченской земле между молотом и наковальней, а половина парламента, правительства, часть полевых командиров, бригадных генералов, годами кричавших о героической борьбе, просто-напросто сбежали. Никто из них не подумал о помощи беженцам, живущим в палаточных лагерях в Ингушетии. Они предпочли забыть, что народ находится на грани исчезновения благодаря их действиям. Возникает вопрос, что полезного они сделали для чеченского народа, находясь за границей вот уже 17 лет. На эти вопросы никто из них так и не ответил, потому что не сделали они ровным счетом ничего. Но навредить при этом у них получилось хорошо. На официальном сайте Министерства внутренних дел Германии опубликован доклад о защите Конституции, в котором содержится информация о характере и масштабах антиконституционных изменений в стране, а также об организациях и группах, которые выступают против демократической свободы и демократического порядка. В этом докладе, о котором в предисловии очень лестно отозвался министр внутренних дел Германии Томас де Мейзьор, среди организаций, признанных террористическими практически во всем мире, указано и так называемое правительство Ичкерии в изгнании, возглавляемое Закаевым. Вряд ли такая слава может чем-то помочь чеченцам. Самое удивительное, что вместо реальной работы, вместо помощи землякам, находящимся за границей, они делают все, чтобы люди не возвращались на свою родину, а вернувшихся всячески преследуют, используя самые подлые приемы. Кроме того, они абсолютно оторваны от воли народа. 19 января 2015 года в центре города Грозный состоялся митинг протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на котором собрались мусульмане и представители других конфессий из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, а также всей Чеченской Республики. Более 1 миллиона человек решительно заявили свою позицию неприятия кощунственных публикаций в европейских телевизионных и бумажных изданиях. Казалось бы, что люди маломальски уважающие волю народа и разделяющие мусульманские ценности должны были выразить свою солидарность. Однако вместо этого тот же Закаев, не говоря ни слова о кощунственных карикатурах, не высказывая свою солидарность с миллионами мусульман и чеченским народом, направил открытое письмо с соболезнованиями в адрес президента Франции Франсуа Олланда. Его превосходительству президенту Республики Франция Франсуа Олланду. В эти трагические дни от имени правительства и народа Чеченской Республики Ичкерия выражаю вам и народу Франции безусловную поддержку и свои искренние соболезнования по поводу гибели французских журналистов и полицейских от рук террористов. Мы беспредельно возмущены этой кровавой акцией. Мы желаем правоохранительным структурам Франции скорейшего раскрытия этого чудовищного преступления и задержания террористов. Возникает вполне обоснованный вопрос. Каких именно чеченцев якобы представляет политический беженец Закаев? Какое вообще он имеет право говорить от имени кого-либо, кроме самого себя? Никакого.
Чеченский народ был принесен в жертву политических амбиций авантюристов, некоторые из которых до сих пор прячутся за громкими лозунгами о свободе, с единственным результатом – крушение всего и вся. Никто не ответил за политические и государственные провалы, измены и поражения. На вопрос об их ответственности всегда один ответ – виноваты все, кроме них. Людей, оказавшихся в Европе с первых дней войны. Прошло 18 лет. О преступном вторжении в Дагестан, огромных хищениях денег, работорговле, предоставлении чеченской земли для использования в различных темных делах олигархическим и криминальным группам, позорных случаях захвата в заложники женщин и детей, предательстве и бегстве молчат все те, кто провозглашал громкие лозунги о свободе и независимости. Ичкерийцы пытаются перекрасить свое позорное бегство на благородное диссидентство. Вместо помощи нашим землякам за границей записывают видеоблоги, пишут доносы, выдают друг другу ордена и устраивают несколько митингов и конференций в год, на которых повторяют одни и те же речи, которые всем уже давно надоели. Нынешние адепты Ичкерии предлагали нам воевать до последнего чеченца. Правда, сами уехали, забрав свои семьи. Причем уехали, не познав участь тех, кто ежедневно хоронил близких, искал пропитание, доставал лекарства для раненых, жил месяцами в бомбоубежищах. Не интересовались, что для них важнее – прекращение войны или болтовня о независимости, доносящаяся из европейских стран, в которых они нашли приют. Они не побывали среди этого ада и не заглянули в ингушские палатки, когда спасали свои семьи. А тем, кого бросили в окопах, приказали умирать по-чеченски. Это и есть предательство. В начале 1913 года полным разгромом турок завершился конфликт коалиции Сербии, Греции, Румынии, Болгарии и Черногории с Османской империей. Несмотря на объявление о прекращении боевых действий, Черногорская армия продолжила осаду крепости Шкодер. Король Черногории Никола I очень хотел присоединить этот город к своим владениям. С каждым днем продолжения осады дело все быстрее приближалось к новому острому конфликту между Австрией и Россией. Черногорского короля не могло остановить ничего. Он готов был бросить весь свой народ для захвата этого города. Тогда про него начали говорить, что старый черногорский король готов разжечь пожар мировой войны, чтобы приготовить на нем завтрак, намекая на то, что ради своей гордыни и каприза он готов пойти на что угодно. В итоге город, захваченный после многочисленных жертв, у черногорцев отобрали, хотя погибло множество людей с обеих сторон. Сегодняшние ичкерийцы, а также многие либеральные средства массовой информации России и Европы в своем поведении очень похожи на Николу I. Будь у них возможность, они вполне могли бы снова бросить наш народ в пекло войны только ради своих личных амбиций и финансовых интересов. Их не интересует воля народа и его выбор, который дал нам возможность жить, крепнуть и развиваться, дал возможность отстаивать свои права и добиваться справедливости. Остается пожелать всем нашим недоброжелателям хотя бы небольшого благоразумия и достойного поведения, которых, к сожалению, им катастрофически не хватает. А мы с вами будем жить на своей земле и по воле Всевышнего впишем в историю нашего народа множество побед и достижений. Всего вам доброго!